Кадыровы. Чтобы узнать человека, нужно заглянуть в его прошлое, кто он, чем занимался, и посмотреть на его сегодняшние деяния. Начнем с того, был ли Кадыров Ахмад чеченцем, были ли его предки или являются ли чеченцами его продолжения, то есть его потомство. У чеченцев все передается из поколения в поколение, поэтому мы знаем, кто имеет право называть себя чеченцем. История хранит правду. В давние времена, во время стычек и сражений с северным соседом, с Россией, было много столкновений на севере родины чеченцев. Группа чеченцев верхом на конях совершала поход, форсируя реку Терек. Они заметили маленького мальчика, который прятался в кустах и плакал. Мальчик не смог ответить на вопросы, кто его родители и откуда он. Тогда они решили забрать его с собой. Это был прапрадед Ахмада Кадырова. Это было много лет тому назад, но историю теперь хранит также сеть интернет. В газете «Коммерсант» есть статья «Кавказская политическая кухня», которая рассказывает о встрече с президентом России Путиным. На ней присутствовали Кадыров, Абдулатипов, Зязиков, разные муфти и казачьи атаманы. Один из них, советник Кадырова, атаман Погребной, рассказал, что Кадыров не чеченец, а казак. Во время этого разговора присутствовал также Кадыров Ахмад, который подтвердил, что он казак. Как признавал сам Кадыров Ахмад, он учился в медресе Мир Араб в Бухаре и был работником КГБ еще с тех пор. Имел даже свою кличку Адам. Так что вот эта Хрюша, который с 82 года предался, будь ты проклят, твой народ проклят, Кадыров. Ты же свинья, ты предатель своего народа. Без мести это, безвозмездно ничего не будет, ничего не будет. Кадыров, ты предался, шкура ты предательская. Ты посмотри, как твой народ плачет. Вот это слезы тебе отольются. Будь ты проклят, твой род, твоя семья и ты сам. Шкур, какой ты президент, самозванец ты чертова. В Ичкерии он появляется в 1994 году, став уже помощником муфтия республики. До этого ему пришлось даже отсидеть срок за кражу денег. В то время был специальный рейс для паломников, которые вылетали из Грозного в Мекку, в Саудовскую Аравию. Кадыров, будучи главным человеком, который набирал и отправлял паломников, держал у себя деньги этих людей. После совершения хаджа люди потребовали свои деньги, но у Кадырова их не оказалось. Позже выяснилось, что он потратил их на женщин. Даже односельчане Кадыровых вспоминали их, говоря, что эта семья в недавнем прошлом занималась кражей лошадей и крупнорогатого скота. В том же году начинается Первая русско-чеченская война, война, начатая Ельциным.
Муфти Чеченской республики Ичкерия Мухаммад Хусейн Алсабеков отказывается объявить священную войну против России, даже после того, когда Россия совершила агрессию и начала убивать мирных жителей. Появляется его помощник Ахмад Кадыров, который в 1995 году объявляет джихад России и становится муфтием. Во время Первой русско-чеченской войны он встречается с людьми и выступает на митингах. На этих митингах Кадыров призывал каждого чеченца убить по 150 русских и неоднократно призывал на войну против русских все население республики, даже женщин, говоря, что женщина должна и имеет право выходить на войну, не спросив мужчин в своем доме. Война России против чеченцев была запланирована в Кремле далеко до ее начала. В этой авантюре и в своем грязном деле Кремль использовал таких врагов чеченского народа и изменников Родины, как Кадыров и другие. Первая цель была взять под контроль чеченскую территорию, так как именно этого добивается Кремль – вернуть все народы в СССР. Вторая цель – развязав уже войну руками своих работников, таких как Кадыров, с помощью его призывов и провокаций уничтожить патриотов чеченского народа и уничтожить стержень этого народа. Мы называем это Нохчалла, то есть убить наши корни. Тем самым раздавить чеченцев так, как об этом мечтали Ермолов и другие горе-завоеватели. Напомню, что в то время лидеры чеченского народа Джохар Дудаев и Аслан Масхадов призывали остановить войну, призывали к миру. После позорного поражения военной операции по освобождению чеченской столицы, спланированной начальником Главного штаба вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия Асланом Масхадовым, проведенной в августе 1996 года, российские войска с позором покидают территорию Ичкерии. Войны с народом. Ушла она в эту плоскость и здесь, на чеченской земле. В таких войнах не может быть победителей. Но при этом они открыто обещают вернуться, говоря: подождите, вот окрепнет армия России, мы обязательно вернемся и отомстим чеченцам. Это единая позиция всего политического руководства страны. Мы задаем и задушим весь Кавказ, чтобы там все молчали. Кадыров остается быть муфтием. Это был тяжелый период для чеченского народа, когда он был на грани внутричеченской войны. Российские спецслужбы руками Кадырова, Емадаева и других марионеток пыталась спровоцировать войну между теми, которые во время прошедшей недавно войны были соратниками и воевали против российских оккупантов. Российскими спецслужбами была разыграна религиозная карта. Чеченцев стали делить на суфистов и ваххабистов. Также они сделали все, чтобы внести раздор между чеченцами и их соседями. Расскажем как. На территории Ичкерии в период с 96 по 99 год спецслужбами России проводились многочисленные провокации. Были организованы группы из кавказцев, подконтрольные ФСБ России, которые занимались преступлениями на территории Ичкерии, а это кражи, похищения и убийства. К примеру, была группа на севере Ичкерии, в Шилковском районе. В других районах бандитствовали группы Байсарова Мувлади, Адама Дениева, Емадаева, которая была подконтрольна Кадырову. Возникнет вопрос, куда смотрели правоохранительные органы Ичкерии. Даже находясь в тотальной блокаде, будучи на грани войны, такие группы все-таки нейтрализовывались. К примеру, в городе Грозном, в районе Катаяма, в 1998 году была нейтрализована группа Адама Дениева. В том же году в Натеричном районе нейтрализована группа Адама Дениева. В 1999 году группа в Шилковском районе. В канун начала войны в 1999 году была также нейтрализована группа, которая проводила провокации и входила в так называемый джамат.
Главная цель этих провокаций была дискредитировать чеченцев и тем самым создать негативный имидж чеченского государства. Таким способом Россия своими провокациями создавала новый ярлык для чеченцев – народ-бандит и народ-террорист. Руками таких паразитов, подконтрольных России предателей. Россия спешила начать войну до своих новых выборов и до истечения срока подписанных в Хасавюрте соглашений. Руками своих агентов Кадырова и Ямадаева летом 1998 года они развязывают конфликт в Гудермесе. Проливается кровь. Все помнят призывы Кадырова, который призывал к внутренней войне, пролитию крови. В это время президент Ичкерии Аслан Масхадов говорил: «Россия ищет причины, чтобы развязать против нас войну. Если мы прольем свою кровь, мы этим не избежим войны. Но у нас не будет сил противостоять агрессии в случае войны, которую готовит Россия. И если они начнут войну, то она будет похлеще той». К счастью, из-за проявленного в тот момент мудрости и терпения внутренний конфликт удалось урегулировать. По задумке Кремля, чеченцы должны были начать внутреннюю войну, а потом, переждав, Россия должна была вести свои войска в качестве миротворцев. То есть установить контроль над Ичкерией без жертв среди своих военнослужащих. Позже спецслужбы России разыгрывают спектакль под названием «Поход на Дагестан» в августе 1999 года. Расскажем коротко, как это было и какова была роль Кадырова в этой провокации. Буквально до начала боев в Карамахи и Чабанмахи прилетает делегация из Москвы во главе со Степашиным, где он говорит: в этих районах спокойно, и здесь живут настоящие мусульмане. Но потом местные группировки из числа дагестанцев начинают боевые действия в самом Дагестане. Местные группировки заманивают туда Басаева и Хаттаба, которые едут на помощь этим группам в качестве добровольцев. Кремль обвиняет чеченцев в нападении на Дагестан, как это было запланировано ФСБ России. Включается Кадыров, который призывает встать всех чеченцев на войну, обвиняя Басаева, Хаттаба и власти Ичкерии в нападении на Дагестан. Его роль в этой спланированной Россией операции была ввязать чеченцев в войну любой ценой. То есть, по планам Кремля, теперь чеченцы должны были убивать чеченцев. Об этом говорили открыто российские политики и генералы. Пускай теперь чеченцы убивают друг друга. Почему там должны умирать русские? Вот эту роль получили Кадыров. Даже сам Басаев позже расскажет в своем интервью, что пошел в Дагестан как доброволец и позже понял, что его туда заманили и подставили. Более того, власти Ичкерии, понимая всю эту авантюру и понимая, что за этим стоит Кремль и что против Ичкерии готовится война, призывали направить в республику международных наблюдателей. Россия проигнорировала это предложение. Спецслужбы России взрывают свои собственные дома в России, убивая своих же граждан. С экранов телевидения открыто призывают мочить чеченцев, уничтожать мужское население от 10 до 65 лет, стереть с лица земли города и села. Вдобавок к этому Путин в Казахстане говорит: если надо будет, то с их Аллахом буду воевать. Мир молчит. Россия начинает крупномасштабную войну, игнорируя все призывы чеченской власти к миру. Кадыров летит в Москву к Путину для получения полных инструкций. Здесь он снимает свою маску. С приходом Кадыровых, под их лживыми лозунгами «Кадыров закончил войну», «Кадыров принес мир», «Кадыров отстроил Чечню», началось зомбирование уставшего от войн чеченского общества. И с другой стороны, начался самый настоящий террор. За всеми этими преступлениями стоит высшее руководство России, Путин, а Кадыровы являются исполнителями этих преступлений. Но для чеченского народа являются и останутся в памяти как предатели, которые сделали когда-то кажущийся нереальным. При Кадыровых начали публично унижать, пытать в своих личных тюрьмах и убивать чеченцев. Чеченцы впервые начали убивать чеченцев. Были организованы целые полки. Это было единственное место, где люди могли получать зарплату. То есть, хочешь выжить, то становись военным или милиционером. Большинство были завербованы, повязаны кровью таким образом, что дорога назад означала смерть близких родственников.
Кого-то из них заставляли убивать людей, унижали всяческими извращенными методами. Все эти деяния записывались на видеокамеры. Все структуры и методы этих манкуртов выстроены так, как от них требовали спецслужбы России, как когда-то мечтали царские, российские государственные деятели и военачальники. Вот высказывание одного из них. Высказывание русского военачальника Алексея Ермолова. «Я видел много народов, но таких непокорных и не поддающихся, как чеченцы, на земле не существует. И путь к завоеванию Кавказа лежит через покорение чеченцев, а точнее, через полное их уничтожение. У них даже чумы не бывает. Я не успокоюсь до тех пор, пока своими глазами не увижу скелет последнего чеченца. Ваши аулы будут разрушены, семейства распределены в горы, аманаты повешены, деревни истреблены огнем. Я не успокоюсь до тех пор, пока не останется в живых хоть один чеченец». Таких русских генералов много, которые прошлись по чеченской земле с огнем и мечом, уничтожая сотни сел вместе с их жителями. Заложничество было нормой для русских оккупационных войск. Русские оккупанты продавали тела убитых родственников. Ненависть к чеченцам была настолько высокой, что выжигались и вырубались посевы и сады. Этот террор носил систематический и продуманный характер. Применялся он как метод покорения чеченского народа. Вырезать дикарей и разбойников, уничтожать и сжигать их жилища и посевы – наиглавнейшая задача наших войск, отмечали в своих варварских приказах царские генералы. Эти высказывания русских террористов 200-летней давности ничем не отличаются от высказываний современных русских террористов. Идет боевая операция. Все, кто против, уничтожаются. Вот и все. И никаких амнистий, и никаких разговоров. Обычный телеведущий российского канала Михаил Леонтьев сказал такие слова, открыто выступая на телеканале России. Удар ракетами по Грозненскому рынку – это не совсем варварская акция, как ее воспринял мир. В этот кровавый день, 21 октября 1999 года, российские террористы нанесли удар ракетами «Земля-Земля» по мечети, родильному дому и Грозненскому рынку, убив сотни мирных жителей. Характерной особенностью террора России, какие бы исторические отрезки времени он не осуществлялся, является его преемственность. Не добившись покорения чеченцев даже такими методами, а в открытых боях с чеченскими защитниками своей родины, неся огромные потери, Россия сделала ставку на предателей чеченского народа. Кадыровы осуществляли мечту этих убийц чеченского народа. Им дали все – власть и все остальное, чтобы чеченцы стали убивать чеченцев. Вот неполный список преступлений Кадыровых. Предательство религии, чеченского народа и его истории. Использование религии в своих целях, а также попытки оправдать свои преступные деяния. Извращенные методы пыток в своих личных тюрьмах. Порой эти пытки бывают публичные, для устрашения населения. Дискредитация чеченцев перед мировым сообществом. Кадыров обложил народ данью. Плати деньги в фонд Кадырова. Если нет, то расправа. В самой жестокой форме. Запрет на инакомыслие. Использование чеченской молодежи в войнах в Сирии, в Грузии и в Украине. Чеченцев стали посылать на войну умирать за тех, которые веками убивали их народ. Только при Кадыровых чеченцы стали покидать свою родину. Впервые в истории. Любая критика в адрес марионеток и их хозяев при Кадыровых запрещена. Равноправие, которым когда-то гордились чеченцы, сейчас отменены. За любое действие или даже сказанное слово, что не понравилось бы главной марионетке Кадырову, за этим может последовать публичное унижение родственников, пытки или смерть. Это является их главной и основной практикой, чтобы запугать уставший от двух войн народ. Произошло то, что не происходило никогда в чеченской истории. Несомненно, Аллах покарает всех предателей, тех, кто восхваляет их, братается с ними, поддерживает и становится поддержкой и опорой для их режима. Правда восторжествует.